Нанесение тяжких телесных повреждений, кража, тайное хищение чужого имущества – именно такие правонарушения пополняют статистику преступности среди несовершеннолетних в Сибае. Рост подростковой преступности наблюдается в таких учебных заведениях, как 7-я, 8-я, 10-я и коррекционные школы, многопрофильный профессиональный колледж. Снижение заметно в 5-й, 12-й, 14-й школах, педагогическом колледже, колледже строительства и сервиса. Всего несовершеннолетними совершено 10 преступлений, аналогичный период с прошлого года 6 тяжких, рост на 60%. Особо тяжких преступлений не совершалось, то есть снижение на 100% по сравнению с прошлым годом. Совершено в группах всего 8 преступлений, по сравнению с прошлым годом 14, снижение на 42,9%. С участием взрослых совершено одно преступление, по сравнению с прошлым годом 6, снижение на 83,3%. Как известно, любимое занятие и хобби – эффективный метод предупреждения и профилактики незаконных деяний. В Сибае есть ряд учреждений дополнительного образования, работают подростковые клубы, действует Ледовый дворец, где найти себе дело по душе может любой желающий. В системе образования у нас функционирует 4 учреждения дополнительного образования. И следует отметить, что все эти учреждения топ образования, кружки и секции являются абсолютно бесплатными и работают там опытные педагоги. Если более подробнее, Центр детского творчества на сегодняшний день посещают 1560 детей, из них 348 детей посещают кружки технического направления, 184 кружки это декоративно-прикладного направления, 578 детей ходят в художественно-эстетическое направление кружки, 472 ребенка посещают кружки спортивно-оздоровительного направления. Далее. ДЮСШ посещают 730 учащихся, ДПЦ посещают 864 учащихся, 350 из них посещают естественно-научное направление, 268 туристического направления, 96 это физкультурное направление. Казалось бы, в городе созданы все условия для профилактики подростковой преступности. Однако проблема стоит в том, что необходимо контролировать посещение ребенка, стоящего на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, данных кружков и секций. И эта кропотливая работа в большей степени ложится на плечи педагогов. На заседании комиссии без внимания не остался никто. По каждому подростку работа проводится индивидуально. Однако, как показывает практика, этого недостаточно, потому что в Сибае есть дети, которые еще будучи воспитанниками дошкольного учреждения были поставлены на учет. В большинстве случаев так называемые трудные дети растут в неблагополучных семьях, и логично, что вся ответственность по воспитанию ложится именно на школы и колледжи. Отчеты по работе в данном направлении предоставили все социальные сферы, основной упор акцентировав именно на воспитание подростков сегодня, ведь от этого зависит их дальнейшая жизнь. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдин, телекомпания СТВ.